Он сжигал себя, чтобы дать свет другим. Ведь самый замечательный подарок, который один человек может преподнести другому, это каким-то образом сделать жизнь этого человека намного лучше. Он был прежде всего абхазцем большой буквы, большим патриотом. Это был человек, являвшийся украшением своего поколения. Это был истинный интеллигент от природы. Где бы ни появлялся Гриша, всегда все взоры обращали на него. Он был очень авторитетный, очень популярный человек. Григорий Ашхаруа родился 1 января 1912 года в селе Бзыб в традиционной абхазской семье. Отец его, Чагу Хамурзович, был человеком сильным и мужественным. Он был совсем юным, когда их семью депортировали в Турцию, и спустя годы лишь ему одному удалось вернуться на родину. Вернувшись в Абхазию, Чагу Ашхаруа купил землю в селе Бзыб у князя Иналыпа, выкорчевал лес, построил дом и обзавелся семьей. Но вскоре его супруга скончалась, и через несколько лет он женился снова. Юная спутница жизни, красавица Шамида из рода Сымсым, родила ему 7 детей. Чагу Хамурзович пользовался большим авторитетом и уважением у сельчан, был активным общественным деятелем. С 1905 года Чагу Ашхаруа участвовал в революционных событиях. В 1917 году вступил в партизанский отряд, а затем стал руководить группой партизан. Его отряд принимал активное участие в установлении советской власти в Абхазии в 1918-21 годах. Сидел в тюрьме при меньшевиках и даже был приговорен к расстрелу. Но приговор был заменен пожизненным заключением в Кутаисской тюрьме. После восстановления советской власти в Абхазии в 1921 году Чагу Ашхаруа был освобожден. И через некоторое время он избирается председателем Калдахарского ревкома, а затем и исполкома. Чагу Ашхаруа, судя по его активности, мог добиться больших успехов в жизни. Но в 1934 году, в возрасте 54 лет, он скоропостижно скончался. Единственным кормильцем большой семьи стал старший сын Григорий Ашхаруа. Юному Грише сразу после школы пришлось работать. Это, наверное, нескромно будет сказано. Внешне был очень красив, молодой человек, ему было 22 года в то время, когда умер его отец. И такой красивый, энергичный, деятельный. На него обратили внимание и в Сухуми. И его пригласил Михаил Лакоба стать его водителем. Михаил Лакоба возглавлял какое-то министерство. С молоду Григорий Чагович имел много друзей. Самым близким из них был Николай Анчабадзе, талантливый винодел, основоположник винодельной династии Ачба в Абхазии. И именно Николай Батович в период сталинских репрессий посоветовал Григорию Чаговичу покинуть Абхазию, так как уже к концу 1936 года из-за грузинской националистической политики оставаться в Сухуми ярким абхазом было небезопасно. Николай Батович Ачба сказал ему, что надо срочно уезжать. Я тебе советую уехать в Тбилиси. Я тоже уехал в Тбилиси. Мой папа в 1936 году уезжает в Тбилиси, нанимает там однокомнатную квартиру. Таким образом, Григорий Чагович попал в Тбилиси. Тогда ему шел 25-й год. Жить и зарабатывать в этом городе Абхазу было нелегко. Но Григорий Ашхаруа обладал острым умом, цепкой памятью и огромным трудолюбием. Сначала он устроился водителем на дальних рейсах. Эта скромная работа давала ему возможность содержать семью. Григорию Ашхаруа было 26 лет, когда он решил попрощаться с холостяцкой жизнью и обзавестись семьей.
Счастье свое нашел у себя на родине, в Сухуми. Звали ее Елена Гицпа, творческая и утонченная девушка. Она была родом из села Лыхны. Ей тоже с первой встречи понравился харизматичный Гриша Ашхару. Моя мама мне сама рассказывала, что так случилось, что папа мой прямо открытым текстом к ней подошел и сказал, что выходи за меня замуж. Она говорит, когда я его увидела, такой он внешне был красивый, так и она мне рассказывала, что я, говорит, сразу согласилась и вышла, говорит, за него замуж. Он еще так умел одеваться, такие береты он носил. И они уехали в Тбилиси. Супруга Гриши Ашхаруа Елена Гицпа обладала незаурядными музыкальными способностями. Друзья семьи восхищались ее игрой на музыкальных инструментах. У них было 3 детей – Аида, Фатима и Аслан. Все они получили хорошее образование, защитили кандидатские диссертации в разных областях, стали уважаемыми в обществе людьми. Если мой папа был из очень простой крестьянской семьи, то моя мама была из семьи, которая потом оказалась, это первая абхазская интеллигенция. Прошли годы. Григорий Ашхаруа без устали работал и стал хорошо зарабатывать. Построил в Тбилиси красивый дом. А это было в то время большой редкостью. Чтобы абхазец в Тбилиси смог построить дом? Через 15-20 лет, это же не сразу он построил дом. Он построил хороший дом, двухэтажный, на Львовской улице, так называлась улица. Это знаменательное событие. Это единственный абхазец, который в те годы построил в Тбилиси дом. Григорий Ашхаруа с молодости определил для себя жизненные приоритеты. Основным и очень важным для него было поддерживать своих соотечественников, тех, кто приезжал в Тбилиси по различным обстоятельствам, на лечение, по служебным или семейным делам. Студенты абхазы, которые обучались в Тбилисском университете, и Гриша приходил туда, в общежитие, где жили абхазы. Он им помогал, общался с ними, в курсе дела был их проблем. Зашел к ректору. Ректор Кецховели фамилия, он даже назвал. И он, стоя его, говорит, встречал с такими почестями. Григорий Ашхаруа помогал каждому, кто обращался к нему за помощью. Заботливо присматривал за студентами из Абхазии, обучавшимися в различных вузах Тбилиси. Помогал и материально, и советами. Также оказывал поддержку заключенным из Абхазии, родственникам репрессированных. Например, он долгие годы опекал дочь Василия Лакоба Зинаиду. Зина – это дочь Василия Лакоба. Во время обыска, когда их забирали в тюрьму, ее дома не было. И она осталась на улице. Ни один дом абхазский ее не хотел приютить, понимаете, боялись. Вы представляете, какая была ситуация? И тогда ей кто-то подсказал, что в Тбилиси живет Ашхаруа Григорий, ты туда поезжай, и там, значит, ты найдешь помощь и кров. И действительно, она приехала в Тбилиси, и папа некоторое время она жила с мамой в одной семье. Но через некоторое время, потому что это была одна комната, там невозможно было еще, мы были, и она потом в другом месте нашла кров, стала работать, и так она сохранила свою жизнь. В начале 50-х годов Григорий Чагович был назначен директором крупного автопредприятия в Тбилиси в системе треста «Крус-Уголь». Там его очень уважали, потому что он был прежде всего человек большой буквы. Умел общий язык находить с людьми. И он и с грузинами дружил, относился к ним хорошо. Но это чувство и ненавистью он не страдал. Вот его энергия, его такое
человеколюбие, он со всеми грузинами, с любой национальностью он был в очень хороших отношениях. И все это замечали, и постепенно его выдвинули на должность начальника большой автотранспортной системы. Удивительно, как ему позволили Абхазу в Тбилиси, в столице Грузии, вот добиться каких-то вот серьезных успехов. Успехов, да. Это уникальное явление, по-моему. Это роскошный автомобиль немецкий Opel Admiral. Григорий Ашхаруа приобрел его у сына русского генерала, с которым дружил. И когда Ашхаруа на своей великолепной машине ездил по Тбилиси, милиционеры отдавали ему честь, принимая за большого партийного босса. Она была привезена из Германии после войны. Владел этой машиной сын генерала Аскалепова. Я, как сегодня помню, его звали Анатолий. Очень симпатичный молодой человек. Как всегда, он у нас был дома. Отец его угощал, мама к нему относилась прекрасно. И вот эту машину он у него купил. Opel Admiral. Машина была особого заказа, видно, в Германии, потому что она принадлежала, видно, высшим эшелонам власти. Обита она была настоящей кожей. Внутри было очень красиво. Она была в идеальном состоянии. И мой отец, значит, нас всех сажал. И по городу Тбилиси он разъезжал на этой машине. Что меня удивляло, что милиция ему отдавала честь. И он очень смеялся над этим. И ты посмотри, он говорил, Фатима и Аида, посмотри, как мне дают честь. Но я думаю, что вот тогда уже грузинская власть его запомнили вольностью своего поведения. То есть как посмел абхазец вот так Да. свободно себя вести Да, в Тбилиси? да. Тбилиси. Меня всегда поражала его такая вольность. Такое было впечатление, что власть для него не играла никакую роль. В 1958 году Григорий Ашхаруа переехал в Сухум. Его назначили директором Абхазского автотранспортного предприятия. Наступила оттепель, когда умер Сталин. Он дружил с первым секретарем Абхазского обкома. Тогда был Бгажба. И Бгажба прямо ему позвонил и сказал, что Григорий Чагович, возвращайтесь в Абхазию, мы вас ждем. Я тебе дам хорошую должность. Ты должен здесь поднять, как в Грузии ты поднял автотранспортное предприятие, ты должен в Абхазии то же самое сделать. Папа мой так мечтал вернуться в Абхазию, продает дом, здесь он покупает участок, и вот там он начинает возводить дом. Через несколько лет Григория Ашхаруа назначают начальником столичного таксопарка. Вот тогда в полной мере и раскрылись его незаурядные способности руководителя. Со всеми дружил, он это умел делать. И вот эта его харизма, его теплота общения, она передавалась людям. И люди очень хорошо к нему относились. Я его знал хорошо. И никто из нас не смел подходить к нему, не имея с его стороны какого-либо намека. Но мы со стороны смотрели на него, любовались им. Это был человек удивительно красивый, и внешне, и внутренне. А всегда был одет изысканно. Одежда на него сидела очень красиво. Он выглядел удивительно приятным человеком. Григорий Ашхаруа долго работал директором Сухумского таксопарка. Ему уже перевалило за 60, но он был по-прежнему энергичен, мыслил перспективно, многое делал для создания хороших условий сотрудникам.
Благодаря его настойчивости был значительно увеличен парк автобусов и легковых такси. Была проведена большая работа по упорядочению движения городских автобусов строго по графику. Выполнены значительные работы по благоустройству территории и служебных помещений. Он был профессиональным менеджером. Абхазское автотранспортное предприятие под руководством Ашхаруа ежегодно перевыполняло план, добивалось рекордных успехов. Григорий Ашхаруа знал много языков и с каждым сотрудником старался обращаться на его родном языке – армянском, азербайджанском, греческом. Чутко относился к каждому работнику. При этом была известна его непримиримая позиция к нарушителям трудовой дисциплины. Под его влиянием многие становились примерными работниками. И даже папин гараж хотели выдвинуть на всесоюзную премию. В этот таксомоторный парк он принимал в основном абхазцев. Вот это самое было. Не могли простить Не им. могли, да. Он говорил всем абхазцам: молодые люди, если есть абхазцы, давайте приводите, чтобы они стали водителями. В 80-х годах Григорий Ашхаруа стал одним из самых влиятельных людей в Абхазии. Его уважали, ценили и как человека, и как компетентного руководителя. Он пользовался большим авторитетом в своем коллективе. На самом деле Григорий Чагович был необычайно мужественным, в какой-то степени даже отчаянным человеком. Руслан Каббал тогда работал в газете «Апсынық». Подписка была проблемой, и он, Гриша, помогал им. Весь свой коллектив заставлял подписывать на «Апсынық». Это финансовая поддержка, газета этим существовала. Поддерживал журналы абхазские. Он не был революционером, таким в обычном смысле слова. Он был рыцарь. У рыцаря своя этика. Он был одним из носителей этой рыцарской этики. Одежда и внешний вид, взгляд всегда чистый, опрятный, ровный. Понимаете, он как бы считал себя украшением природы, частью этой природы, абхазской природы. И человек должен стремиться к красоте и к высокой нравственности. Но он был воспитан так, и он так держал себя. Ему было удобно так жить, как он жил. Все блестело. И все было умеренно, как будто его вот в какой-то балетной школе учили, научили и выпустили. Все у него получалось. У него такой дар природный был. И люди прекрасно, я помню, руководство Абхазии очень уважал. Валериан Османович там говорил, Аслан Оторбек к нему очень уважительно относился. Григорий Ашхаруа жил для людей, ради людей, для своего народа. Всего себя, свою неуемную энергию, безграничное душевное тепло, силы и возможности он отдавал людям. И не мог иначе. В гостеприимстве он, конечно, проявлял внимание, но это внимание было достаточно профессиональное, достаточно, как сказать, красивое. Да, он имел такую возможность, он понимал и наши возможности, и вот он как бы восполнял, создавал ауру, определенную ауру, чтобы он был живым участником вот этой ауры. Мы не просто гостей принимали, а мы с ними, естественно, общались о серьезных и больших и масштабных проблемах. А этой истории знаете вообще, Шамиля? Рабха мусульман рахтсыз. Вау, образ содихи. Вот заоздачмыз ехать, ечкун шунет, а они уже офицеры. Он был настоящий горец, Ашхарова фамилия, по всей вероятности, непростая фамилия. Видимо, предки этих людей жили в горах. А горский человек, он не испорчен цивилизацией. И он носитель этого кода был. И интересно было его слушать, как он говорил. Хотелось, чтобы он
не прекращал, еще больше рассказывал бы. Тамыш, помнишь, деревянный дом стоял, а в 1929 году в селе Тамыш сфотографировался Горький со многими жителями этого села. Рядом стоит шофер Нестора Лакоба, Ладо Германизашвили, и секретарь райкома комсомола Ачимчирского района Капа Сняда. Капа Сняда, да, Гудовудская, Абхазская, Лыханская. Все представители элитной части к нему относились с большим уважением. Хотя он не был ученым, писателем, поэтом, композитором, но и ученые, и писатели, и поэты, и композиторы, все с ним считались. И рассматривали большой удачей общаться с ним. Он знал жизнь хорошо. У него был природный и жизненный опыт и ум. И не грешно было никому спросить его, как он думает. А он всегда мог достаточно оригинально и нестандартно рассуждать, размышлять и оценивать происходившие в то время события. Внимательный и принципиальный Григорий Чагович живо откликался на самые важные события в республике. Поддерживал деятелей культуры, науки, искусства. Его дом посещали Константин Симонов, Александр Твардовский и многие другие деятели литературы и науки. Гости, приглашение, стол накрыть и все. А ну-ка пригласите Симонова и Твардовского. А ну-ка накройте стол. Вы представляете, что это было? Стол был накрыт в середине зала, огромный стол на 40-50 человек. Собралась вся общественность, то есть все видные люди Абхазии, и среди них 2 писателя, нет, даже 3 писателя. Это, значит, Гулия, Симонов и Твардовский. Какая была ответственность, как мама волновалась, как это все пройдет. Они говорили красивые слова об Абхазии, не об отце моем, но об Абхазии шла речь, потому что там было руководство всей Абхазии. И они восхищались Абхазией, восхищались этим гостеприимством. Национальные качества очень высоко ценились, понимаете? Стол – это было святое. И обслуживание – это было святое. Много состоятельных людей. Очень много и немало, кстати, даже не подозреваем, сколько их. Но никто из них не догадывается вот это пронести в общую пользу. И тогда, когда ты интеллигент, когда ты человек, ты знаешь, что то зерно, которое ты засеешь сегодня в душах людей, оно прорастет на благо всем. Все представители абхазской интеллигенции того времени, Георгий Алексеевич, Шалва Денисович, Зураб Анчабадзе и так далее, все представители абхазской интеллигенции, известные, знаменитые и так далее, у него дома часто собирались. То есть наиболее элитные представители, они там собирались, встречались. А Григорий Чагович от этого испытывал огромное удовольствие. Да и участники вот таких встреч, там не обязательно было пить, веселиться и так далее. Да, в его доме шло общение представителей нашей элиты. В Черкеске стоит осадский князь Рашид Гечба. От Гечба с правой стороны стоит Ростом Иналипа. Слева через одного стоит Кацман генерал. Автор картины художник Гагарин, декабрист, друг Пушкина Александра Сергеевича. Дата картины 1840 год.
Григорий Чагович поддерживал ученого Турчанинова в его исследованиях истории Абхазии. Он устроил профессору Турчанинову грандиозный банкет, во время которого подарил именитому гостю белую бурку, серебряный пояс и княжеский башлык. Это была сенсация. Тбилиси это не понравилось. Очень, как же так у абхазцев такая глубокая история. И возненавидели этого Турчанина. И Гриша его встречал здесь. Мы же не могли, например, скажем, Турчанинову оказать такое внимание, какое внимание он оказал. Турчанинов был очень ненавистный тбилисским политикам и политизированным ученым Тбилиси. Я помню, один идеологический работник, не хочу называть, он не хотел, чтобы Турчанинов приехал сюда. Я его не приглашал сюда, говорит. Абхаз? Абхаз, да, который уши держал туда, в ту сторону. А это было в вечерском ресторане. Все это он украсил. И без этого мы могли бы обойтись. Но старик, конечно, был тронут этим вниманием, понимаете? Значит, это фактически как бы не кто-то ему подарил. Вот Григорий Чагович это умел делать. То, что он делал как будто от имени абхазского народа, а не от своего имени. Он ничего не хотел. Лично для себя, для семьи он ничего не хотел. Я помню, как Аида, моя сестра, мне рассказывала, что когда она была студенткой, училась в университете, и видела, как все красиво одеваются, а у нее была потертая обувь, потертая подошва на обуви, и она, естественно, хотела новую обувь. Папа ей говорил, что вот когда износится до конца эта обувь, тогда у тебя будет новая. То есть она вот ходила, пока обувь не износится, она донашивала, и только потом у нее была новая пара обуви. Это был такой, наверное, момент воспитания. Без излишеств. Он был очень щедр, но для тех, кто на самом деле нуждался, наверное, больше, чем его семья. И он знал историю каждой фамилии, знал историю каждого народа на Северном Кавказе. Он превращал какую-то, в театр такой одного великого актера. Он не играл, конечно, нет, он не играл, он жил. Григорий Ашхаруа хорошо понимал роль театра в национальной культуре. Был убежден, что без театра не может быть нации. Всячески содействовал зарубежным гастрольным поездкам Абхазского драмтеатра. Известному режиссеру Нели Эшпа в работе приходилось трудно. И в такие тяжелые времена Григорий Ашхаруа был одним из тех, кто ее поддерживал. Нелли Рожденовна, порядочные люди Абхазии с вами. Пожалуйста, держитесь. Мы всегда поможем, чем сможем. Так он ее подбадривал и помогал. Есть у моего народа люди, которых никогда не забываешь, потому что их благородство, понимание и отношение к национальной культуре – пример для подражания. Так тепло о нем отзывалась режиссер, заслуженный деятель искусств Грузинской ССР Нелли Эшпа. Раньше него, допустим, никто не мог встретить театр в Москве. Почему-то он там оказывался. Первый, кто и встречал Абхазский театр в Москве, это был он. Если выставка, то это он. Он все это организовывал, все это он так делал, что абсолютно ненавязчиво, по-человечески. Он светился изнутри, открытый человек с большой необъятной душой, образец чести, совести и красоты народного характера. Он жил для того, чтобы делать людям добро. Так отзывалась о Григории Ашхаруа народная артистка Абхазии Виолетта Ман. Ведь главным для него было служение народу. Григорий Ашхаруа был участником национально-освободительного движения абхазского народа, оказывая моральную, политическую и материальную поддержку. С Гришей Ашхаруой пришли к тому, что нам необходимо провести обряд братания с абхазского и чеченского народов. Потому что туда стали вклиниваться наши враги,
И здесь надо было поставить такой барьер, такой древний войнахский ритуал совершить. Это братья по крови, братья по быку, вот так называемые. Для этого нужно было, чтобы отсюда поехали, абхазы поехали. Организовать такую делегацию очень трудно, не пришлось. Пока я не вспомнил, что эту роль сыграет великий мой человек Григорий Ашхарова. Я его привлек, он это все просто по-человечески, он взял всю эту ситуацию в руки, он это блестяще это было проведено. Вот этот обряд был совершен, и ни один чеченец не воевал против нас. Внешний вид Абхаза, его внутреннее содержание, успешная хозяйственная и политическая деятельность не могли не раздражать руководство Грузии. Они видели, что этот человек слишком популярен и влиятелен в Абхазии. Этого ему не простили. Тбилисское начальство решило упрятать Григория Ашхарова в тюрьму. Поэтому в Тбилиси решили пойти на интриги и провокацию, чтобы скомпрометировать его. Был разработан коварный план, в котором задействовали даже некоторых коллег Григория Ашхарова. Операцией руководил представитель грузинской компартии в Абхазии, известный шовинист Автандил Сакварелидзе. Подговорили человека, который подложил в рабочий стол Ашхарова 500 рублей, помеченными купюрами, как взятку. Гнусный план сработал. Сразу после ареста Григория Ашхарова в печатном органе грузинской компартии газете «Заря Востока» была опубликована заказная статья под названием «Взлет и падение Гриши Ашхарова». Его надо было наказать. Он слишком много хорошего делал для своего народа, а как-то надо было его найти людей, которые исполнят эту подлую роль, и как это все было совсем нетрудно. Он, мол, финансировал якобы абхазских националистов, поддерживал и так далее, и так далее. Да, он поддерживал, но у него уголовного характера преступлений не было. Он жил хорошо для того времени, но все, что он имел, он нигде не прятал, не дорожил. Для людей он это держал. Щедрый был человек. Позже сам провокатор признал свою вину, заявив, что сделал это под угрозами. Все в Абхазии понимали, что Григорий Ашхарова был арестован из-за подстроенной махровыми шовинистами Сакварелидзе и Илуридзе ловушки. В аресте Гриши Ашхарова был лично заинтересован Эдуард Шеварднадзе. Ему очень мешал этот яркий патриот абхазского народа. И по указке коварного Шеварднадзе была организована вся эта провокация. А ведь Григорий Ашхарова был ранее представлен к высокому званию Героя социалистического труда. Этого хитрый лис не мог пережить. Организовал это присланный Шеварднадзе, МВД работал, а БХСС возглавлял, и Илуридзе фамилия, негодяй такой. Лично Шеварднадзе его прислал. У нас в обкоме тогда работал вторым секретарем Сакварелидзе, это конченый перьевец, это фашист настоящий был. Они, да и другие, вся плеяда, которой Шеварднадзе было прислано на различных должностях, они все вынашивали вот такие идеи, как бы на чем-нибудь поймать, разоблачить абхаза. Это же не просто было его арестовать, им тоже не просто было. Здесь как раз его арест вызвало серьезное возмущение среди широкой общественности абхазской. Никто эти обвинения не воспринимал всерьез. Они, естественно, хотели иметь факты уголовного характера. Мол, откуда у него деньги? Да денег у него особых-то и не было. Да и богатства особых не было. Просто душевно он был щедр. Если в кармане у него там какие-то копейки, денежки того времени лежали, он домой не нес, он делился с людьми. Мало кто знает, что в следственном изоляторе МВД Абхазии над Ашхарова издевались, били, пытались сломить, требовали, чтобы он дал показания против первого секретаря обкома партии Валериана Кобахи, что он якобы дал взятку Валериану Османовичу.
Кобахия хотели снять с высокой должности с громким скандалом, так как Шеварднадзе уже видел во главе Абхазии своего человека. По свидетельству очевидцев, в изоляторе специально держали группу мерзавцев, отпуская днем и запуская в камеру ночью, чтобы они продолжали издеваться над Ашхаруа. По поводу этих бесчинств руководство МВД, ставленников Тбилиси, Верховным судом Абхазии позже было вынесено частное определение. Когда его арестовали, его срочно забрали в Тбилиси. На него оказывали давление. Хотели зацепить первого секретаря обкома Валерьяна Османовича Кобахия. Кристально чистого человека, близко знал его. Это кристально чистого человека, якобы какими-то махинациями он был здесь и связан. Гриша не поддался, мужественно выдержал, ничего не сказал. Это тоже достоинство, это надо быть мужчиной, не сломиться. Хотели снять сразу же Валерьяна Османовича, но ЦК КПСС не разрешал. Там были люди, которые Валерьяна Османовича знали, и они не разрешали, и поэтому Шеварднадзе искал какую-нибудь зацепку. Попал в тюрьму, значит, папа всем нам говорил, что вы не смейте никуда ходить, ничего, я выкручусь сам. Не смейте никуда ходить, ничего делать. Ну, дахтагаз вдруг мы как картола, как абе, а и нус хатуя бахта хаяштоб, вы ус нас и рбалаги ва таргзум, абрия заграски си гоп хайр пхазо, хазули тагаз ракон, извинагузар и дулт на дзиятшер аладзумз. Политзаключенные пишерфы. Ну, бри визен, ва политзаключенные среди таган. Ходили мифы о его богатстве, о его возможностях. И когда пришли с обыском в наш дом, они были поражены, как этот человек вот так жил, ничего не имея. Да, действительно, ничего не имея. В доме ничего не было. Стоял один рояль в центре большой комнаты, 40 квадратных метров. Один рояль и стол со стульями стояли. И все, больше ничего. Однако ни в следственном изоляторе, ни в тюрьме, ни на суде в Тбилиси, куда этапировали Григория Чаговича, он не сломился. Как бы ни ухищрялись враги, им не удалось добиться от него желаемой информации. Григорий Ашхаруа даже в тот тяжелый период жизни не изменил своим принципам. Но это было еще не все. Впереди его ждали долгие годы заключения. Из тбилисской тюрьмы его переводят в Челябинск. А там, где он находился, в местах заключения, он заработал очень высокий авторитет в той среде, в которой он находился. Как ему удалось? В силу своего характера. Во-первых, он был боец, а во-вторых, он был обаятельный человек. Вот два качества, которые помогали ему. Ему дали 9 лет, он просидел полсрока и вышел. Все начальство этого лагеря, где он находился, так хорошо к нему относилось. Я прямо удивляюсь, я ездила туда, в Челябинске он сидел. С таким уважением, вообще, чтобы относились к арестанту, относились по имени и отчеству, это вообще не бывает. Они его называли Григорий Чагович, Григорий Чагович. В общем, с такой теплотой, с таким уважением. Они ему такую характеристику написали, когда подали кассацию в Верховный суд. Они его освободили. Григорий Ашхаруа отсидел более 6 лет. Вернувшись, некоторое время работал в Сухуми. Затем переехал в родное село Бзыб и занялся хозяйством. Ну, после тюрьмы он уже был не молодой человек. Стал работать в одном из предприятий заместителем, не начальником, конечно, а заместителем. Он некоторое время поработал. Он хорошо понимал, что он уже не молодой, что пройденный определенный этап в жизни. И он решил, что мне надо уехать, и все.
сын женился, он не хотел жить с ними. И он поехал на Бзыв и стал снова строить дом. В общем, опять построил дом рядом со своим младшим братом. Судьба распорядилась так, что в преклонном возрасте, в 76 лет, Григорий Ашхаруа женился во второй раз. Супруга Жанна была младше него на 35 лет. Чтобы познакомиться с молодой женщиной, Григорий Чагович поехал во Владикавказ. Первую встречу с ним Жанна запомнила на всю жизнь. Когда я увидела его, мне так коленки затряслись, я чуть не упала. Говорю, ну как это так сразу, как по голове, знаешь? Потом бедный, как он потом вспоминал, ногти длинные, прическа тогда еще начес носили. Потом уже говорил, ногти, говорит, мы подрежем, говорит, краску, говорит, мы смоем, мы, говорит, приведем, говорит, в порядок. Будет, говорит, на абхазку похоже. Ну вот вы его увидели, он вам понравился сразу? Скажу, нет. Ну, в возрасте, куда мне до него? 35 лет разница. Что говорю, как? Ну, как-то он меня крутил, как-то. Но все-таки он вас очаровал. Очаровал, да? Своим поведением, наверное, своим общением. В новом браке Григорий Чагович вновь стал отцом. Сначала родился сын, а затем, когда отцу было 79 лет, появилась на свет дочь Зарина. Сегодня они уже сами родители, воспитывают прелестных девочек. Сын Григория Чаговича, Хамурза, живет в отчим доме, продолжая замечательные традиции рода Ашхаруа. Помню, как я сидела на полу, смотрела телевизор, и он мог на четвереньках подползти и меня обнимал, целовал. Я это очень хорошо помню. Да, его одежда все время, всегда это брюки и пиджак, но для меня это образ такого вот, ну, взрослого и строгого мужчины. Вот. Я помню, таз был вот, ну, вот в этой комнате, как он поливал ковшиком меня, то есть даже если вот со стороны посмотреть, это взрослый 80-летний мужчина и купает маленького ребенка, наверное, это должна была быть его внучка, точно не дочка. Не было такого дня, что по 2, по 3 партии не приходил. Он был очень гостеприимный. Самые знакомые друзья, никто мимо никогда не проезжал, всегда заходили. А он, прежде завести, пригласить в дом, всегда выводил их. У нас был большой лимонник, проводил их туда, показывал. Это вот, когда посадил, в каком году это лимон. А за это время у меня всегда холодильник был полный. Я быстренько, короче, готовила. Я легко делала, была моложе, конечно, намного. Я летала, делала, все успевала, и гостей принимать, и провожать, и потом уже убирать. Все это я умела. И в преклонном возрасте Григорий Ашхаруа оставался энергичным, жизнелюбивым и оптимистичным человеком. В свои 84 года он не принимал никаких лекарств, не обращался к врачам, читал без очков, ежедневно без устали работал в собственном саду. Но главным богатством Григорий Ашхаруа считал своих детей. Дети от второго брака Хамурзик, кстати, имя названо в честь прадеда нашего. И вторая у нас девочка, это Зарина. Но очаровательные, чудные дети. Безумно я их люблю. И особенно Хамурзик теплый, доброжелательный, ко всем относится. Вот именно с такой доброжелательностью. Уникальный мальчик, правда. Вот это правда. Когда у него родился Хамурзик, осетинки. Это было большое счастье. И в таком возрасте, что стал еще раз отцом. Его дети старшие обрели брата такого. В годы Отечественной войны народа Абхазии Григорий Ашхаруа сделал все для победы и для становления нашего независимого государства. В Сухуми, вот на этой пустоши, когда-то стоял большой и красивый дом Григория Ашхаруа. И даже это возмущало грузин.
Как мог абхазец построить такой дом? И во время Отечественной войны оккупанты одним из первых сожгли именно дом Гриши Ашхарова. Грузины захватили город. В первую очередь они сожгли Абни, государственный архив и дом Гриши Ашхарова. Он их сильно раздражал, потому что уже у них был он записан как ярый ненавистник, в кавычках можно взять, грузинского народа. Это не так было. Он был в хороших отношениях со многими грузинами. Но моментально, как только они вошли в Сухуми, стали спрашивать, где находится Григорий Чагович. Там жил мой брат со своей семьей. Они полностью сожгли, дотла сожгли. Ты в моей памяти и сейчас образец кавказца, горца, абхаза, ты олицетворение абхазского колорита. Про таких, как ты, говорят, он по горло врос в родную землю. Писал о Григории Ашхаруа государственный и политический деятель Абхазии Константин Озган. После Отечественной войны народа Абхазии Григорий Чагович зарабатывал себе на хлеб физическим трудом. Он выращивал в собственном саду на Бзыпе лимоны, другие цитрусы и фрукты. Перевозил товары на тачке через границу и продавал. سرزقان دز بخاز بريويو سيس بجنة سحاب بسو أيدرك وسردن وبرا يرى دايوت يشكون ديتسو ليوس عن تخبر زدقان يشكون جا يركض تشكر يرجيكو ياكوي علمونكو شهوا أمندرينا كوي جنرجو زعان تيلا حب بسو خضر بشوره يزياسك كوي يكوا ريغاليسيه Григорий Ашхаруа даже тогда помогал другим. Считал необходимым прежде всего поддерживать многодетные семьи, репатриантов из Турции и всех, кто нуждался. Таким образом, и после войны он продолжал придерживаться своей гражданской позиции. Создал в родном селе Бзып совет старейшин и взял над ним руководство. На собраниях он открыто высказывался по поводу негативных событий, происходивших в послевоенной Абхазии. Не боялся называть имена и фамилии виновников. Для тех, кто его просто видел, его земные движения, его помнит на этой земле, там ездил с ним, да? Для тех его сегодня нет, допустим. Но для тех, кто его чувствовал, его жизнь продолжается, как птицы полет в небесах или паруса, которые за горизонтом где-то. Они остаются, они продолжают жить. Трагедия произошла утром 20 марта. Григорий Чагович собирался в Сухум. Ему предстояло доставить туда крупную сумму денег, вырученную от продажи бензина. Однако ему пришлось немного задержаться, и в путь отправились его партнеры по бизнесу. Разумеется, с деньгами. Сам же он выехал позже. Между Гудаутой и Сухумом на пустынном шоссе автомобиль остановили неизвестные. Машину прижали к обочине, и преступники, открыв дверцу «Жигулей», дали автоматную очередь по ногам Григория Чаговича. Затем, быстро обыскав раненого, взяли все, что у него с собой было, и поспешно скрылись. Машина с истекающим кровью человеком некоторое время не привлекала внимания людей, пока ее не обнаружил случайный проезжий. Он же и доставил смертельно раненого Ашхаруа в больницу, однако спасти его врачам не удалось. Григорий Ашхаруа не дожил до своего 85-летия совсем немного. Потом начались все наши тяжелые дни. Для меня это было, не знаю, ужасом. Никогда не думала, что так закончится его жизнь. Вообще, ему не дали умереть своей смертью. Укоротили ему жизнь. Мне было 5 лет, когда папы не стало. Я очень хорошо, отчетливо помню день смерти, этот день. Мы тогда, мама со мной лежала в больнице в Гагринской. Он утром приехал к нам, зашел в палату, принес что-то из еды, я помню. Вот. Потом собирался ехать в Сухум.
уехал, и через какое-то время, ну, через несколько часов, к нам приходит в палату тетя Флора. Она работала тогда врачом в больнице. Она приходит, и я очень хорошо помню ее лицо, когда она просто сказала «дядя», и у нее потекли слезы, и я вот это... Что-то мне тяжело об этом говорить. Помню, как мама выбежала, и я вот это свое состояние растерянности, я помню... Но вы поняли, что что-то страшное. Да, что что-то произошло, и я вот... У нас была палата, самая дальняя, последняя по коридору, и я вот помню, как я бегу за мамой и за тетей. Помню, как вот его уже привезли в приемном отделении на первом этаже в больнице. Эту машину я помню, окровавленную. Больше всего, мне кажется, я запомнила не папу, а вот состояние мамы. Вот это, наверное, это все-таки тяжело было маленькому ребенку увидеть, как мама плачет, как... Вот мне было 5 лет, я была маленькая, но я понимала, что происходит, что произошло. Очень, очень было тяжело. Осталась с детьми. Выжили. Благодаря родственникам. Все помогали. Они ездили на псов. Мама продавала мандарины. Ездила мама с тетей Флорой, с супругой дяди Сафара. Я помню этот момент, когда они ездили, и я вот ждала в ожидании, когда они приедут, и мама что-то привезет. Она на вырученные деньги всегда что-то покупала. И вот это вот состояние ожидания, что она сейчас приедет и что-то привезет. Я помню, в очередной раз они поехали, и на эти вырученные деньги кто-то здесь вот продавал, она купила мне сапоги черно-белые. Это было тогда так модно, я была тогда самая счастливая. Я хотела вот, чтобы наступил следующий день, и я побегу в школу, все увидят эту обувь. Я помню, когда с ними это случилось, когда мальчики мне, наши ребята сказали, что с вами очень трудно разговаривать, если уже вы пришли к тому, что вы убиваете свою совесть. Ну так и было, так и получилось, что мы на самое святое, что может быть у народа, мы покусились, и вот это и получилось. Там можно обвинять отдельные личности, кто это совершил, это все. А во всем этом мы все виноваты, во всем этом, потому что мы не оценили то, что мы имеем. Это непростительно. Это непростительно не только убийце. Это позор нашему обществу. Таких людей, к сожалению, сейчас нету. Мудрых людей, знающих, которые может посоветовать, подсказать. Таким жизненным опытом, к сожалению, сейчас нету среди старшего поколения. Трагический конец его тоже показатель, что он внутренно свое «я» имел. Нельзя было его как-то сломать или заставить. Какие-то круги хотели его уломать, а он не мог по-другому себя вести. Что в нашем обществе пошли другие процессы. И он как носитель своих рыцарских качеств не мог найти общего языка с другими людьми. Я так, по крайней мере, объясняю, насколько это правда, мне трудно судить. Семья и родные Григория Ашхаруа не раз обращались в высокие инстанции с требованием восстановить справедливость, найти и наказать преступников. Но компетентные органы так и не нашли убийц. Убийца не найден. Нет, у нас такой практики нет. Я абсолютно уверен, что это был заказ. Исполнителем этой черной роли, может быть, кто-то заплатил. Уголовное дело было возбуждено, но криминальная обстановка была жуткая. Криминал властвовал, понимаете? Вот такое время было. И видно, я так понимаю, что они боялись, эти власти, боялись. Они знали, кто это организовал и кто это сделал. Они знали. Но они постарались не вскрыть. Я росла с чувством ответственности. То есть это, знаете, как какая-то вот невидимая сила. То есть вот
Физически отца нету, но понимание того, что он после себя оставил такую вот широту необъятную, это дает и силы, и какая-то вот уверенность, и гордость. Наверное, скорее всего, это гордость, что вот я дочь такого папы, что и в то же время это ответственность. Но это не груз. Это приятная такая ответственность, что... Говорят, каждый человек приходит в этот мир с определенной миссией, и по его способности определяется его путь. У Григория Ашхаруа была особая миссия – согревать людей своим теплом, поддержкой и бескорыстной помощью.